Да давай аптеки. Или он не приходит? Или он не приходит? Приходит, да? Мы оттуда не здесь сидим, да? Ваши сидим. Компьютерный томограф сейчас сколько стоит? 1850. 1850, да? Да. Извините, вы представьтесь, кто вы такой? Вы зашли, люди некоторые не знают даже, честно говоря. Не здоровался и зашел, и сел, и что-то говорит, я не понимаю. Это министр наш? Я поздоровался. Я не знаю этого. Я поздоровался. Он не представился. Ну В правильно. компанию пришел человек. Ну правильно говорю. Правильно говорю? Да. Да, представьтесь, пожалуйста, Я как министр, положено. да, министр здравоохранения Кыргызской республики Бейшеналиев Алмутакас Рахимович. Так, здравствуйте, поближе садитесь. Сейчас сюда я вот сюда. Сейчас до ОСЧА, потому что государственный официально, здесь коллектив интернациональный. Вы об этом знаете, правильно? 29 марта с президентом были Алтынбаловки. И едем, и там в основном индусы, пакистанцы. Я удивился, почему очень много индусов, на пляже индусов. Да, я отстал. И оказывается, есть такой реабилитационный центр медицины. Я туда зашел, там, оказывается, живут индусы, проходят практику, ни одного больного нету. Ни одного больного нету. А в чем? Оказывается, 3 июля 2020 года, когда была пандемия, Министерство здравоохранения, оказывается, отдали реабилитационный центр. И в настоящее время мы выиграли суд, и сейчас 105 маленьких детей проходит реабилитационный по туберкулезу. Вот таких, оказывается, очень много в Кыргызстане. Мы по всему району, по всему области забираем то, что нужно было. И сейчас в интернете пишут о том, что я уничтожаю диагностический центр, что выгоняем 105 врачей на улицу и так далее. А на самом деле, если подумать, диагностический центр открывался очень хорошее время. Но в настоящее время она свою функцию не выполняет. Потому что с каждым годом по 10 миллионов сомов они задолжали. И уже хотели забрать здание. Она работала только 2-3 этаж. Приходили врачи, принимали своих знакомых, брали деньги и уходили. Многие после обеда устраивались в частных клиниках. Для того, чтобы спасти это здание, мы там открываем многопрофильную детскую больницу, чтобы закрыть долги. А все те, которые работают там, не получали зарплаты годами. Но это неправда. Почему? Потому что люди, вот ваш человек там, он, как говорится, вместо того, чтобы работать, пьет. Это первое. А второе, из-за коронавируса ваше министерство запретило им работать, вместо того, чтобы создать там крупнейшая же там лаборатория.
Вы ее сказали, а мы не можем делать ПЦР-тест, не может это. Но вы же это, вы говорите, он развалился. Вы поставили охрану там, чтобы никого не запускали. А наоборот, надо было обеспечить их силами. И крайне больше делают. И тогда бы пошло, и у вас было бы меньше пандемии, и народ... Хорошо, вы зайдите ко мне, я вам докажу. Да не надо мне заходить, я Да. прекрасно знаю. Садитесь. Дело в том, что вы Садитесь. говорите долги 10 миллионов. Национальный госпиталь, 5-й этаж, 4 месяца. Вы заплатили хоть копейку? Не заплатили. Сейчас 3-я больница, вы зайдите, там говном пахнет. Ну, там на 60 человек, 1 унитаз, 1 раковина. Извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, давайте проявим этику и уважение. Но это С ж нами, неправда. Нет, с другой стороны, у нас сидит Да, с министр. другой стороны, это хорошо, Давайте что я хочу посмотреть, соблюдать в будете. каком Пожалуйста. состоянии Это коллектив. же не ваша компетенция говорить о этих вещах. Вы Нет, займитесь пусть. этим делом. Я хочу посмотреть, в каком состоянии атмосфера Что вы коллектива. сам себя показываете? Марат Бекович, извините, пожалуйста. Вы Пусть знаете, скажет, про этику что говорить, перебивает. это не то, что просто дать возможность говорить человеку, вот, пользуясь какими-то непроверенными фактами, с головы брать что-то такое. Этика это когда говорить правильно. Так что вы не Нет, ну- особенно так вот разбрасываетесь этикой. Этика это еще большой вопрос. Джон Байгу? Да, я извиняюсь, говорите дальше, да. Чего вы прям эмоции обережли к ним это? Нет, с другой стороны, это хорошо. Я хочу представить, в каком состоянии коллектив. Потому что я же не с улицы пришел же, да? Да? С улицы пришли. А, сегодня больше? Сегодня гипсом, фамилия Потому Акимова. что, Сегодня фамилия Акимова. я вам не друг, вам что ходите или не ходите. Так, гипсом, Я не фамилия юрист Акимова. здесь. То, что вы говорите, это уже не компания какая-то, здесь коллектив сидит. Нет, Пожалуйста, говорите языком таким чиновничьим, а не таким вот в компании где-то вы это самое. Не воспринимайте, что мы кое-чего Турчи, чик или еще что-то. Я вам, по-моему, по сути говорю. Нет, как ваша фамилия? Омурали Джумгал, я юрист. Что такое? В чем дело? Этику, коллега, соблюдайте, пожалуйста. Потому что это не медик. Извиняюсь? Не медик, говорю. Да не медик, Садитесь. юрист. Садись, вам, чтобы никто слова не давал. Я вас не спрашивал это слово. А, вот что? Я вам не друг, еще раз. Обращайтесь к коллективу нормально, как министр. А что, почему пригласили юриста? А кто должен сидеть здесь? Это же тоже коллектив. Коллектив. Кто должен здесь сидеть? Хорошо. У меня по трудовому кодексу, по трудовому договору есть это как бы право и обязанность не молчать, а вот в таких ситуациях, когда... Ну тогда как говорите вы, говорите. Да, есть и у каждого работника есть то же самое по статье 19 Трудовому кодексу право вот так вот в таких спорных ситуациях возражений говорить и всякое прочее. И призывать к порядку тех, которые это не делают. А Паша Арбаевич изготовит эту мысль. Да. Ова. Почему готовили, не Почему готовили? готовили? Давайте. Свои Сарва подозрения Аббас надо Арбаевич, куда-то- директор Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахумова, уволен с занимаемой должности с 29 ноября 2021 года. Распоряжение Кабинета министров. Министр Бишиналиев. Бишенкулова Медет Таштанович, заведующий отделением ургентной кардиологии и реанимации Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахимова, временно возложить исполнение функциональных обязанностей директора Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахимова с правом первой подписи на финансовых и распределительных документах с 30 ноября 2021 года до назначения руководителя. Джарапов, я вот корпер. Мнение коллектива. Подождите, Куда вы уходите сейчас? послушайте нас Оставайтесь здесь, тоже. отвечайте, вопросы есть. Я посажу вас. Не могли это в интернете прочитать по новостям. И ушел. Сейчас зачитали приказ за подписью председателя вам, распоряжение за подписью председателя Кабинета министров.
И я, как законопослушный гражданин, должен подчиниться и использовать для защиты своей чести и достоинства доступный законный метод. Сейчас я изучу этот документ и буду принимать свои меры. Но у меня к вам огромный вопрос. Вы видели, как к вам относится министр, да? Видели? Просто, понимаете, я считаю, что вот, вспоминая слова, чем вызывать мотор, трудно каждый день оставаться человеком. Я увидел, что он, ладно, меня лично недолюбливает. Как когда сейчас шли в кабинете, там что-то, все кричал в кабинете, что он меня посадит. Что когда я буду сидеть в тюрьме, я буду его вспоминать. Что меня хорошо знает. Вот я его хорошо не знаю. Но это речь о другом. Самое главное, чтобы вы как никогда сохраняли сплоченность. Потому что сейчас, возможно, те, кто будут иметь свое мнение, он постарается через руководство избавиться. Почему? Я с вами работал всего 2 месяца. Тяжелый период. Самый тяжелый период. И вы видите, насколько пошли подвижки. Самое главное, что этот темп сохранился. На следующий год, в апреле-мае, должен был появиться ядерно-магнитный резонанс. Сейчас по новым ценам компьютерная томография снизилась до 1030 сомов. И на следующий год у нас должна была появиться своя кардиохирургия для байпас-хирургии. Об этом предварительной договоренности уже все были достигнуты. И в некоторые планы привлечения спонсоров и так далее это уже было. К сожалению, из-за вот таких вот действий все наши планы уходят.